Мы с папой дали песню на радио, был радиосы. Продюсер Рифат Фаттахов услышал эту песню и нашел меня. Как песня называется? Кашың қаралары. Кашыңның қаралары, ла қарлыған қаралары. Кашыңның қаралары, ла қарлыған қаралары. Biz ayrılmadık, biz ayrılmadık, yazmışlar araladı. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, для вас новый выпуск, новый рецепт и новый герой. Сегодня с нами готовит очаровательная татарская певица Гульсерень Абдуллина. Каршалабыз, дуслар! Исәнмесез, Гульсерень! Салям, Руслан! Что за подарок ты нам принесла? Меня пустила куштенеш от моей мамы. Это же грибы! Да. Я же очень люблю грибы. Что это? Так, я давай угадаю. Это рыжики? Нет, грузди. Грузди? Да. То есть ты собирала, а мама приготовила? Да. Гульсерень Абдуллина – певица. Родилась в селе Средняя Кирмени Мамадышского района Республики Татарстан. Окончила Елабужский колледж культуры и искусств. Сейчас учится в Казанском государственном институте культуры в классе профессора Венеры Ганеевой. Гульсерень Абдуллина – лауреат различных конкурсов и фестивалей, таких как Татармана, Урмаймана, Созвездие Йолдызлык и Сандугач Соловей. Сейчас певица сотрудничает с фестивалем имени Рашита Вагапова. То есть готовить мы больше ничего не будем сегодня, да? Будем. Мы сегодня будем готовить пиште пешкен кетлит с овощами. Интригующее название. В общем, это куштанеш, а сейчас начинаем готовить вкусные котлеты от Гульсерень. Гульсерень, расскажи, пожалуйста, с чего мы начнем? Руслан, давай ты нарежь лук, а я займусь с мясом. Так, курочка тебе, значит. Нам крупно нужно сделать фарш. Итак, приступаем. Гульсерень, ну мой традиционный вопрос, конечно, первый про кулинарию. Расскажи нашим зрителям, пожалуйста, любишь ли ты готовить? Очень люблю. Каждый день, когда у меня время есть, я всегда готовлю. А пока у меня времени мало, я работаю и выступаю на концертах. То есть поэтому вот конкретно сейчас у тебя времени на готовку не очень много? Ну, бывает, бывает. Ну, расскажи, какие блюда у тебя лучше всего получаются? Меня мама с бабушкой научили вот готовить манты, ишпишмак, кастабы, вот. Я их люблю вообще. Прям. То есть ты настоящая татарская хозяйка? Наверное. Гульсерень, ну ты же знаешь, когда татарские хозяйки готовят, они всегда практически поют. У тебя есть такая привычка? Да. Давай поддержим эту традицию. Мы с тобой сейчас готовим. Вот, я не отвлекаюсь, а ты давай подбодри нас какой-нибудь красивой татарской песней. Менің ең яратып башқара тұрған жырларымның бірсі құшларым. Қайтқан құшларым, қабат кетмәгіз, йырақ илләрдә иркен демәгіз, туған ил ямле, сулары дәмле, сызылып атқан таңнары ямле. Ай, молодец, беги рожать. Гульсерень, у тебя такой красивый, шикарный голос. Расскажи, пожалуйста, вот когда ты или твои родители вот нашли в тебе такой талант? Руслан, у меня родители работают в сфере культуры. Папа работает в сельском доме культуры, директором, а мама хореографом-режиссером. То есть у тебя такая творческая семья? Да. Я уже начала петь с детского сада. Я даже помню, мы выступали на концерте с родителями. Конечно же, папа играл на баяне, а мама танцевала. А мы с сестренкой пели песенку «Энеги-энеги». Но родители вообще поддержали тебя, вот, когда ты сказала: мама, папа, я буду певицей? Да. Или сказать: козам, ну хватит, и так вся семья артистов уже? Они меня поддержали, они меня направили на этот путь, путь певицы. И я поступила в Елабужский колледж культуры и искусств.
Когда закончила, уже поступила в Казанский университет культуры и искусств, класс Венера Хатовны. Об этом мы поговорим чуть позже, да. Но, во-первых, мы с тобой, знаешь, что должны сделать? Передать привет красивому, любимому району города Мамадыш, Мамадышскому району, где у меня тоже очень много друзей. Давай всем скажем Бигзур Салям. Бигзур Салям. Это же твоя родина. Эйе. И очень много талантов. Вот расскажи, кто оттуда родом, вот какие еще известные артисты, писатели. Ты можешь похвастаться вот сейчас перед всеми своим районом? Мингул Галиев, Георгий Ибушев, Шулпан Зинатуллина. Ну и теперь подытожим и скажем, что Мамадышская земля всегда была богата на таланты. Один из которых сегодня готовит здесь у нас в программе «Секреты татарской кухни». Руслан, давай сейчас мясо и лук измельчим в блендере. Так, давай я это сделаю сам. Опа. Сделаем фарш. То есть наша задача сделать фарш. Да. Так. Мы подготовили фарш из лука и куриной грудки. Что делаем дальше? Сейчас добавляем соль, перец. Так, вот у нас соль, здесь у нас перчик. И куркуму. Все по вкусу, да? Перчика можно побольше. И куркума. Очень, кстати, популярная специя. Придает особый вкус любому блюду. Но лучше всего придает особый вкус любому блюду что? Песня. Конечно, песня. Что еще споешь? Татар халық жыры «Таң атқанда». Давай, я буду мешать фарш, а ты будешь петь. Поехали. Я приготовила вот пергамент. Сейчас мы будем делать котлеты длинные и протыкаем шпажками. Так, давай сделаем это вместе. Так, фарша побольше, поменьше? Кубрек. Еще больше? То есть большие должны быть, да? Гульсин, расскажи, пожалуйста, вот поступать в Казань в Институт культуры, это была твоей мечтой? Я хотела поступить и хотела учиться только у Венеры Хатовны. Ну, кстати, вот ты не первая здесь воспитанница Венеры Хатовны, да? Вот не страшно ли, ведь народная артистка России, Татарстана, и она ведь у нее и большой спрос. А? Некоторые же говорят, вот пойду к другому учителю, там как бы и спрос меньше, ну, и прогуливать можно. А? Конечно, было страшно, но потом я участвовала у Венеры Хатовны в конкурсе «Сандугач Соловей», и мне там дали бюджетное место. Как подарок, я вот поступила. То есть ты на бесплатное поступила вот так вот, друзья. Хотите бесплатно учиться в Институте культуры? Участвуйте в конкурсе. «Сандугач Соловей». Займите первое место. Да, гран-при. Гран-при и, пожалуйста, все у вас получится. Так, у нас тоже, кстати, все красиво получается. Прям как в ресторанах. Ну, кстати, а вот для Венеры Хатовны, как для преподавателя, что-то вкусное был такой случай, что приготовила, принесла, угостила там на день учителя, не знаю, на день музыки? Гюмбе. У Гульсерени Абдуллиной всегда в почете грибы. Венера Хатовна у нас сама очень вкусно готовит и угощает нас. Да, она меня уже несколько раз на нашей кухне угощала. Вот. Ну и сейчас давай, Венера Хатовна, sizga Бигзур Салям. Итак, наши котлеты готовы, и мы их отправляем в печь. Да, в нашу печь.
примерно на 20, наверное, минут, да, я думаю? 20-30 минут. Да, максимум 30 минут. Прошу, помогай. Бисмилля рахман рахим, прошу. Итак, наши котлеты в духовочке. Что делаем дальше? Мы начнем готовить гарниры. Так, из чего у нас гарнир? Без картошки никуда. Давайте вы картошку. Так, я картошку порежу. А я? Как ее режем? С соломками. Соломкой, хорошо. А я буду резать перец. Хорошо. Гульсерин, я хочу рассказать нашим зрителям, что ты лауреат и победитель многочисленных музыкальных конкурсов, в которых ты участвовал. Давайте поаплодируем. Это и Татар-Мана, и Вагаповский фестиваль, да и многие другие, которые на самом деле можно перечислять. Расскажи, пожалуйста, какой конкурс тебе больше всего запомнился и что вообще для тебя лично дает участие в таких конкурсах? Меня всегда поддерживали мои родители. Вот, я всегда участвовала на конкурсах. Папа играл на баяне, я пела. То есть он аккомпанировал тебе, Да. был рядом всегда? Угу. А вот про участие в Агаповском фестивале расскажи, пожалуйста. Мы с папой дали песню на радио, была радиоса. Продюсер Рифат Фаттахов услышал эту песню и нашел меня. Как песня называется? «Кашун карлары». Кто автор музыки и стихов? Халық сөзләре Искандер Бектахиров кие. Ну ты уже объявила, Гульсерин. Давай исполни. Қашыңның қаралары, қарлыған қаралары, қашыңның қаралары, қарлыған қаралары. Біз айырылмадық, yazmışlar araladı. Biz ayırılmadık, yazmışlar araladı. Ай, ну и расскажи, что было дальше, когда песня понравилась продюсеру, песня понравилась жюри. И предложил участвовать в конкурсе в Вагаповском фестивале. Я участвовала и стала лауреатом. После этого он взял меня под свое крыло. Итак, для гарнира мы порезали картофель, перчик. Что делаем дальше? Сейчас ты обжарь картошку, потом Так, сначала перец. картошку, да? Да. А я сделаю соус. Из чего же будет соус, расскажи, Гульсерин. Помидоры, вот, петрушка, чеснок, гвоздики, соль, сахар и масло. И все это измельчим в блендере. Так, прошу. Гульсерин, ну и буквально недавно, вот на днях прошел большой концерт, Вагаповский фестиваль в Башкирии, насколько я помню. Расскажи, пожалуйста, как принимала местная публика ваше выступление? Очень хорошо. Нас так полюбили. Тепло Очень, встретили? Да, тепло встретили. Там прозвучало несколько башкирских песен, а до этого мы выступали в Москве. Так же хорошо. И, кстати, при полном аншлаге. Гульсерин, скажи, пожалуйста, как у тебя проходит процесс приготовления соуса? Что ты сделала? Вот положила помидор, перчик. Так, помидор, перчик. Вот сейчас петрушку, Ага. потом чеснок и гвоздику и этот. То есть и все это потом в блендере? Так, ну а я к нашему картофелю, который я уже практически обжарил, добавляю болгарский перчик. Все это сейчас тщательно обжарю. А для вас, дорогие друзья, небольшая рекламная пауза на канале ТНВ, после которой мы продолжим готовить очень вкусные блюда от Гульсерин Абдуллиной. Котлеты в печи с соусом и картофелем. Куриное филе и репчатый лук нарезали на произвольные кусочки и измельчили при помощи блендера. Добавили соль, перец, куркуму и перемешали. Из подготовленного фарша сформировали продолговатые котлеты, проткнули длинными шпажками, выложили на пергаментную бумагу и отправили запекаться в духовку на 30 минут. Для гарнира картофель и болгарский перец нарезали соломкой и обжарили на растительном масле. Для соуса болгарский перец и помидоры нарезали на небольшие кусочки, добавили петрушку, чеснок, гвоздику, соль, сахар и растительное масло. Все ингредиенты измельчили при помощи блендера. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим с очаровательной татарской певицей Гульсерин Абдуллиной.
Вместе с Гульсерень мы уже отправили в нашу печь вкусные котлеты. Заметьте, я уже сразу сказал вкусные, еще не попробовал. Приготовили гарнир из картошки и сладкого перца. Приготовили также соус. Ну а сейчас еще одним рецептом хочет похвастаться Гульсерень. Мы сейчас с тобой приготовим кабартма олма белян. Яблоки я люблю. Кабартману люблю еще больше. Так, что делать с яблоками? Нужно удалить сердцевинку, потом нарезать кружочками. С удовольствием это сделаю. А ты чем займешься? Я займусь тестом. Кстати, чтобы удалить у яблока сердцевину, есть вот такой вот замечательный прибор. Я советую всем обязательно иметь его на кухне. Все очень просто. Мы прям направляем его. Оп. И сердцевинка яблока остается в этом приспособлении. Легко, просто и современно. Да, но это я сейчас почищу, конечно. Вот он, зоркий глаз-то, Гульсерень. Кстати, хочу похвалить твои красивые национальные костюмы, с которыми ты всегда выходишь на сцену. Скажи, пожалуйста, у тебя есть специальный дизайнер татарских костюмов? Мы работаем в фонде с пиар-менеджером Айбика Фаттаховой. Она нам помогает. Мы вместе с ней продумываем образы. То есть все эти костюмы, они из фонда Рашида Вагапова? Да. Ну, тебе это очень к лицу. Рахмет. Что делаешь, скажи, пожалуйста. Добавляем немножко разрыхитель, соль, сахар. Вот сейчас сахар. Гульсерень, я хотел в оставшееся время спросить про репертуар. Ты себя считаешь все-таки более народной артисткой? То есть ты же поешь все-таки больше народных песен или современной вокалисткой? Мне народные песни по душе, потому что мне очень нравится. Я уже с детства пою народные песни, и протяжные, и веселые. Я думаю, самое время сейчас еще одну песню в твоем исполнении услышать. Ағиделінің параходы қышқырда сузап-сузап, ұрғылып аққан солардай ғұмірлер бар аузып. Ұрғылып аққан солардай ғұмірлер бар аузып. Ағиделінің ұрияғында қойынылықта ілімәлік, бәхіт матур көрсәті. Болма матур, бол бәхітлі, бәхіт матур көрсәті. Бензин Ахмед. Вот с такими красивыми песнями мы готовим не менее красивые блюда, потому что, ну, вот такие поколечки получились у меня. Вот осталось добавить сметану, муку и все перемешать. Хорошо, и потом мы начнем уже на растительном масле обжаривать наши яблочки. Все у нас готово для того, чтобы перейти к самому интересному моменту приготовления этого блюда. Так, тесто, яблочки, прошу, раскаленное растительное масло. Далее. Мы сейчас берем яблоко, обмакиваем. Ага. Я отойду подальше. Я знаю, что такое растительное масло. И опускаем. Очень интересный процесс получается у нас. Так, с двух сторон получается. Мы обмакиваем это все в тесте. И отправляем в кипящее масло. Процесс ясен. И сейчас мы все это дожарим, накроем стол и попробуем оба наших блюда. Кабартма с яблоками. Из яблок удалили сердцевину и нарезали кружочками. Из яиц, сметаны, сахара, разрыхлителя и муки замесили тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Каждое яблочное колечко обмакнули в подготовленное тесто и обжарили во фритюре. Перед подачей посыпали сахарной пудрой. Гульсерень, ну а сейчас самый вкусный момент нашей программы. Мы будем пробовать твои блюда. Итак, наши вкусные котлеточки, гарнир. Бисмилляхи, давай попробуем. Ну и, конечно, соус, который очень хочется попробовать. Я думаю, в этом и есть самый главный секрет.
Очень вкусная получилась котлета, такая сочная. Ну и отдельно отмечу соус, в котором, кстати, очень интересно играют нотки гвоздики. Поэтому, друзья, обязательно попробуйте это сделать дома. Кстати, грибочки у нас тоже на столе, мы их попробуем. Грибы, конечно же, очень вкусные, хрустящие. За это отдельно спасибо твоей маме. Бигзур Ахмед. Ну а сейчас десерт. Бисмилляйта, берем чашку чая и наши красивые ароматные яблочки. Такой вкусный яблочный десерт я еще никогда не ел. Виктамна. Гульсерин, в этом рецепте яблоко получилось действительно настоящим хрустящим, вкусным. И тесто у нас бездрожжевое, поэтому я считаю, что этот десерт можно есть всем, кто следит за своим здоровьем. Приятного аппетита! Я рада, что тебе понравились все мои блюда. И хочу тебя и всех зрителей в конце ноября пригласить на концерт «Звезды Вагапского фестиваля». Гульсерин, на этом наша программа подошла к концу. Сингаб Бигзур Ахмед. Все блюда получились и красивыми, и вкусными. В общем, ты большая молодец. Обязательно увидимся с тобой на твоих концертах. Желаю тебе удачи, вдохновения и многочисленных поклонников. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. С нами, как всегда, вкусно. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок. Faydalı